Вы слушаете радио «Спутник Абхазия». Уже можно, конечно, подводить какие-то предварительные итоги, потому что прошло 2 месяца с начала наших работ. В первом месяце мы работали силами студентов. Это была практика студентов исторического факультета. А затем уже июль месяц, благодаря финансовой поддержке Агвафон и главе администрации, мы в этот месяц уже проводим раскопки силами уже рабочих. Мы наняли рабочих, и мы проводим именно силами рабочих. В принципе, еще надеюсь, достаточно будет нам финансовое наше положение, и будем уже закругляться. А когда вы планируете закругляться? Еще недельку, наверное, где-то 5, 6, 7. Расскажите, пожалуйста, какие за все это время наиболее удачные находки были сделаны за этот сезон, на ваш взгляд, в ходе раскопок? Раскопки удачные, можно сказать, отметить, что удачные. Хотя, несмотря на то, что мы только раскапываем первый слой, который датируется 17-20 веками. Несмотря на это, нам попадаются в связи с какими-то работами, которые проводились именно на крепости хозяйственными работами, иногда встречаются и материалы нижайших слоев. Это очень интересно. И там найдена так называемая чернолаковая керамика, краснолаковая керамика, амфоры, пифосы. Буквально сегодня 2 пифоса мы раскапываем, нашли. А то, что мы там нашли 2 пушки, так называемые бамбу, то это представляет большой довольно-таки интерес и в историческом аспекте тоже. Пушки тоже, их на Кавказе несколько найдено таких пушек. Но в Абхазии первый раз. Это те пушки, которые, по всей видимости, стояли на Сухумской крепости, охраняя эту крепость и береговую полосу. А уже какие-то работы по этой пушке, например, ведутся ли? Какие-то материалы, может быть, идет сравнительный анализ, может быть? Ученые что говорят? Что сейчас делают? Да, конечно. Работы ведутся. Ребята молодые, которые работают со мной. Инал Жопа, Дмитрий Счастный. Они по литературе, по интернету нашли и выяснилось, что эти 2 пушки были отличны в 1853 году на Урале. И они буквально через 2 года уже охраняли нашу береговую полосу. Довольно-таки известные эти пушки. Они, например, экспонируются в музее артиллерии и в других местах тоже. Какие находки вы относите, кроме пушки, к наиболее удачным за этот сезон? Я скажу, монеты. Найдены монеты различных эпох. Начиная так называемые западноевропейские монеты, а также буквально вчера мы нашли монету византийского времени. Есть монеты, они в основном медные монеты, есть серебряная монета российского чекана, а их несколько, около 10. Да, какой номинал, было бы интересно? Номинал, там своя техника, например, буква ИМ написано, то, что найдена венецкая монета, с одной стороны, это означает, это его номинал. Это, по-моему, 40 номий. И вообще номиналом, но их нахождение показывает о связях населения Древнего Сухума с другими народами, государствами. Это в этом важно. Вы сказали, что обнаружили амфоры, в том числе сегодня, вы их обнаружили. Что это за амфоры? Может быть, какая-то датировка приблизительная? Не амфоры, а пифосы.
Пифосы, да. 2 пифоса. Да, 2 пифоса, которые они предназначены для хранения запасов пищи. Воды, пищи, вина и так далее. Мы еще до конца не раскопали. Посмотрим, может, что-нибудь остатки есть. Ну, древние, какая-то там датировка примерно этих предметов? Средневековые. И похоже, что ранее средневековые. Да, по глине, по обжигу, режиму обжига, я думаю, что это ранее средневековые. А могли бы вы сказать, как вы продвинулись к главной цели своих раскопок? Вы, как объявили, да, цель экспедиции была, цель раскопок – это найти могилу Килишбея. Вот все вот эти попутные, скажем так, да, находки, они вас как-то приближают к этой цели? Да, приближают. Я не говорил никогда о том, что главной целью наших работ является поиски могилы Килишбея. Мы тогда мыслили. Мы примерно знаем, где надо искать могилу Килишбея. И именно там заложили такой большой раскоп. Раскоп 400 квадратных метров. Мы вскрыли около 120 квадратных метров. Вот. Так что нам надо дальше вскрывать. И, по всей видимости, я думаю, что мы заветные цели, как вы сказали, мы подойдем. Не знаю, может нет. Кстати, все зависит от такой финансовой поддержки. Да. Если бы у меня сейчас работает 5 рабочих, мог бы я, конечно, нанять 10 рабочих. Тогда бы дальше работа шла бы более, после того, как вы наняли людей, все-таки, наверное, быстрее работа пошла. Да, конечно. Но я должен сказать о том, что нанял людей недавно, а до этого нам помогали волонтеры. Очень дети, школьники, взрослые. У меня есть один взрослый, я даже хочу назвать Салих Гварацхели. Да. Каждый день, сегодня не было, а каждый божий день, в рабочий день он приходит к нам работать, помогает. И есть другой молодой человек, Амир Корча, работник Аглофона. Он в рабочий день не может, а мы в выходные отдыхаем. Он попросил ключ, я ему дал такое задание, и он приходит сам делать это задание. Таких было много людей. Наверное, эта жара, эти жаркие дни, что стоят, наверное, сильно усложнили работу. Да, точно, усложнили. Мы-то начинаем в 7 часов утра работать до 2 часов. Сегодня я решил уйти, то есть мы прекратили работу в час дня, потому что жара. Из дома позвонили, сказали, что 37 на улице. Тогда мы прекратили в час дня. И кроме того, что жарко, наверное, сами работы достаточно такие кропотливые, да, и требуют затрат времени, усилий. Кропотливая работа, и мы небольшой навес тоже сделали. Ребята принесли, те же волонтеры принесли для навеса материалы. Мы сейчас раскопа под навесом, и мы там работаем. Что вы планируете в течение этих нескольких дней до завершения работ? Потом, наверное, вы законсервируете, и что дальше? Задача, мы будем консервировать. Огромное количество материала. Над этим материалом мы сейчас промываем, затем будем зарисовывать, шифруем, зарисовывать будем. Такая большая задача с этими пушками, что делать, пока не принято решение. Но они весят 6,5 тонн. Это большие пушки. И я думаю, что сейчас мы закончим полевые работы, потом соберемся специалисты, примем решение. Я даже обратился к общественной организации «Аклак». Завтра представители их не придут. Я хочу с ними посоветоваться тоже, как, может, где-то выставить там на крепости или куда-то в другом месте и так далее. Мы будем решать, что с ними делать, потому что эта экспедиция будет очень интересная. То есть как-то в городской ландшафт вписать эту находку, да? Да, конечно. Например, один из таких пушек на Кавказе
найден в Дагестане. Он стоит у входа музея, Краеведческого музея. Вот у них один памятник стоит. Ну, сейчас у нас такой возможности не будет, наверное, выставлять там музей. Но, по крайней мере, мы мечтаем же организовать музей под открытым небом на этой крепости. И, возможно, эти экспонаты будут одним из таких ведущих интересных экспонатов. Ну да, наверное, вариант оставить где-то там, близ Сухумской крепости, лучше. Да, у меня вот такое мнение такое. Мне такое оставить там и вот, поставить на лафет. Лафетов нет. Они же пушки на лафет ставятся. Можно организовать лафет и там, возможно, мы там вот посоветуемся с архитекторами, с общественностью, подскажут, как это. Ну, то есть вот после того, как вы завершите работы, вы будете уже обобщать научный материал полученный, что-то выйдет, да, может быть, в научной литературе? Конечно, да, статьи у нас будет, участие в конференциях. То есть конференция даже будет проведена? Да, именно да, по этому поводу? Я планирую провести, анонсировать, так и быть. Я не хотел договориться, скажу вам, Пела. У нас в октябре, в середине октября мы будем праздновать 90-летие Абхазского государственного университета, а экспедиция – это Абхазского университета, наша экспедиция. И я планирую провести там вот в эти дни полевой семинар по итогам этого полевого сезона. Так что будет интересно, я вас приглашу. Да, спасибо. Полевой семинар – это то есть с выездом на место, так я понимаю? Да, на месте мы будем, будут какие-то сообщения, доклады, мы пригласим специалистов и вообще тех, кто интересуется историей Абхазии. Хотела спросить, что на следующий год? Что будет зависеть от финансирования, что будет зависеть чисто от желания и воли, скажем так, сотрудников университета? Понятно. На следующий год, с 1 июля, или с 1 или 2 июля у нас начинается практика студентов. Мы начнем с практики, а затем уж, я надеюсь, я обратился в университет, то ли специальное финансирование, если бы у нас получилось бы, тогда мы целенаправленно, то есть деньги, которые мы имели бы для работы в экспедиции, мы бы, конечно, нам бы это было бы хорошим подспорьем. Надеюсь, что так же, как и в этом году, удастся нам поработать. Вы слушаете радио «Спутник Абхазия».